самым главным мы себе считали то, что мы крымские татары, показать, что мы крымские татары. У нас вообще не было каких-то таких амбиций здесь сделать бизнес. Мы просто стали восстанавливать ворота, и в какой-то момент, как на веретено, вокруг ворот нас стало накручивать все остальное. А сердце этого проекта – это макет, это ворота, это вернисажи. А к этому уже потом прикладывается все, и кофе, который мы готовим, и еда, которая как часть культуры нашей преподносится, и отель со своими красками. Самое ценное на самом деле из того, что мы сделали и что мы точно закладывали в этот проект, это чтобы каждый крымский татарин, который приходит сюда, ощущал, что это сделано. Ощущал гордость за то, что он крымский татарин. А всяк приходящий сюда не нашей культуры, гость наш, с удивлением разглядывал на нашу культуру. С одной стороны, мы прагматичные бизнесмены теперь уже спустя годы, а с другой стороны, мы романтики. Мы не знаем, что и куда нас поведет, потому что каждый из нас крымский татарин, и каждый из любого народа несет какую-то миссию. Видимо, в определенный момент нужно было Всевышнему дать нам возможность, а нам вобрать в себя что-то и что-то, любовь своих родителей, любовь к земле, и свою миссию каким-то образом, какой-то маленький отрезочек времени вот вылить таким образом свое понимание Крыма. Это вообще движущий фактор всего на Земле – любовь. Любовь к своей семье, любовь к своим детям, любовь к своей родине, любовь к своим родителям, любовь к тому, что мы делаем.